Студенты. С первого же курса студентов разделили на 5 академических групп, 3 мужских и 2 женские. В университете преподавали лучше, чем еще несколько лет назад в Лифли. Многим студентам приходилось тяжело, даже отечественную историю надо было учить с нуля. Условия для занятий были неважными, читальные залы размещались в обычных аудиториях, сосредоточиться мешал доносившийся из коридора шум. Некоторые лекции читали в актовом зале, где приходилось устанавливать столы и стулья. На это уходило все начало занятия. В 1934-1936 годах учебников практически не было. К экзамену готовились по лекциям, которые еще несколько лет назад считались устаревшим и даже буржуазным методом преподавания. Конспекты передавали из рук в руки и зачитывали до дыр. Издавались импровизированные учебные пособия. Еще в 1932 году в Лифли появился курс лекций по истории Древнего Востока, подготовленный на основе конспектов 2 студентов – Теодора Шумовского, будущего известного арабиста, переводчика Корана, и Михаила Черемных. Шумовский записывал медленно, а Черемных, рабочий парень, быстро, но безграмотно. Ни редактора, ни корректора не нашлось. Профессор Струве вчитываться в студенческие записи своих собственных лекций не стал, а потому учебное пособие, гордо названное «История Древнего Востока», курс лекций по конспекту Т.А. Шумовского и М.А. Черемных, представляло собой нечто ужасное. Замысловатые имена ассирийских и вавилонских правителей были напечатаны с ошибками. На каждую страницу приходилось 10 по 2 опечаток, вспоминал Дьяконов. Тем не менее, курсом лекций, который прозвали «Малым Струве», не один год пользовались студенты Лифли и университета. В 1936-му появился и курс лекций профессора Вайнштейна, изданный также в спешке, но маленького тиража не хватало, в библиотеке за учебными пособиями стояла очередь. Примечание. В 1936-37 годах издадут 2-томную историю античного общества Ковалева. Мало того, что курс Ковалева был пока схематичным и сырым, вышедший после войны курс истории Древнего Рима будет намного лучше, так его еще и напечатали на плохой бумаге с массой опечаток. Но все-таки это было первое марксистское учебное пособие по античной истории. Дальше дело пойдет быстрее. В сентябре 1937-го Греков выпустит свою «Историю СССР». В 1938-м курс истории СССР опубликует Мавродин. В 1938-39 годах выйдет учебник по истории средних веков, подготовленный совместно Вайнштейном, Удальцовым, Грацианским, Косминским и Подольским. Конец примечания. При некоторых кафедрах истфака появились и студенческие научные кружки, объединенные в феврале 1937-го в студенческое научное общество историков, которое даже издавало свой журнал, где печатались доклады и статьи студентов, в том числе однокурсников Гумилева. Диапазон исследований был самым обширным, от академического антиковедения, поэзия Феогнида Мигарского, до марксистской истории колониальных и зависимых народов, колониальная политика царизма в Казахстане. Лев в работе этого общества, видимо, не участвовал, по крайней мере, ему лишь однажды, в январе 1938-го, предложили напечататься в журнале. На первый взгляд, Лев был счастливее своих сокурсников. Он несколько лет готовился к карьере историка, еще и в Бежецке перечитал гимназические учебники, в его распоряжении была библиотека Пунина. «Оказалось, что у меня подготовка на уровне лучших студентов исторического факультета», вспоминал Гумилев позднее. Греков, Лурье и Тарле ставили ему отлично, Струве очень хорошо, Винников просто хорошо. В те времена оценки не завышали,
Чтобы получить хотя бы удовлетворительно, студент из ФАКа должен был много дней корпеть над книгами в библиотеке. Гумилев, помимо университетской, уже со студенческих лет стал прилежным читателем библиотеки Академии наук. Осенью 1937-го Аксель Бекман представил юной Марии Зеленцовой Гумилева как лучшего студента исторического факультета. Гумилев обладал замечательной памятью, которую он еще усовершенствовал собственным методом запоминания. Вот как он разъяснял свой метод. Обычно учат историю, как сушеные грибы на ниточку нанизывают. Одну дату, другую. Запомнить невозможно. Историю надо учить, как будто перед тобою ковер. В это время в Англии происходило то-то, в Германии то-то. Тогда ты не перепутаешь, потому что будешь не запоминать, а понимать. Теорию Гумилев проверял практикой. Лев вместе с несколькими студентами садился за один из последних столов, подальше от лектора, и начинал такую игру. Один участник называет год, другие должны рассказать, что в этом году произошло в Чехии, Франции, Мексике, Китае и так далее. Впрочем, историю со второй половины XIX века Гумилев знал намного хуже. В его зачетке есть несколько троек по новой истории 1830-1870 годов, по истории СССР 1800-1914, по новой истории колониальных и зависимых стран, возможно, политизированная и уже насквозь марксистская история XIX-XX веков вызывала у него отторжение, а, возможно, дело в одной тайне, связанной с его университетскими годами. К этой тайне мы еще вернемся. Несколько хуже обстояли дела с языками. В отличие от настоящих аристократов, вроде будущего многолетнего корреспондента Гумилева, известного евразийца Петра Савицкого, у Льва не было французских гувернанток и немецких бонн. На истфаке он сдавал экзамены по французскому и латыни. По латыни Гумилев дважды получил отлично, хотя позднее, уже в 50-е годы, жаловался Савицкому, что лишь чуть-чуть знает латынь. Впрочем, между его последним экзаменом по латыни и этим письмом 20 лет, 2 ареста, 4 лагеря и война. По французскому он успел получить очень хорошо и удовлетворительно. Французскому он пытался учиться у матери, но дело не пошло из-за антипедагогического таланта Ахматовой. Ей не хватало терпения, и большую часть урока она просто сердилась за забытые сыном французские слова. Текло время, наступало успокоение, и снова ненадолго. Такие перепады настроения раздражали обоих. Тогда Гумилев записался в кружок французского языка, а с Ахматовой продолжал практиковаться в разговорном французском и в конце концов выучил этот язык достаточно хорошо. Немецкий и английский учил самостоятельно, давались они труднее, а восточным языкам тогда учили не на историческом, а на филологическом факультете и на лингвистическом отделении ЛИФЛИ. Традиции востоковедения в Ленинграде не прерывались, там можно было найти преподавателей персидского, монгольского, арабского и даже хаусса и суахили. Но времени посещать занятия на другом факультете у Льва не хватало. Одновременно изучать историю и языки могли немногие. Например, Игорю Дьяконову повезло, когда он, отучившись 2 курса на историческом отделении ЛИФЛИ, перешел на первый курс лингвистического, где и начал учить аккадский, древнееврейский и шумерский. Гумилев же доучился лишь до 4 курса, причем за время учебы его успели и арестовать, и отчислить, и восстановить, и вновь арестовать. Лингвистическим гением вроде Владимира Шилейко или востоковеда Агафангела Крымского Гумилев не был. От нормального же человека
изучение языков требует долгих систематических занятий. Гумилев пытался языки учить. Лёва с наслаждением произносит тюркские словечки, пишет Эмма Герштейн, но далеко не продвинулся. Одно время пробовал учить даже японский, а своей преподавательнице Ольге Петровне Петровой-Коршуновой, еще довольно молодой даме, читал стихи Анненского, Гумилева, Ахматовой. Все это к величайшему неудовольствию Эммы Герштейн. Об отношениях Льва с однокурсниками известно мало. Среди своих друзей по истфаку Гумилев называет Василия Егорова и Михаила Резина, но об этой дружбе сведений практически не сохранилось. Одно время вместе с Гумилевым училась Маргарита Панфилова, которая в конце 40-х устроит встречу Гумилева с ректором ЛГУ Вознесенским. Другой сокурснице, Татьяне Станюкович, внучке известного писателя, Гумилев записал в альбом небольшую поэму «Диспут о счастье», набросок к будущей стихотворной трагедии «Смерть князя Джамуги». Или же она сама переписала у него эту поэму, оригинал не сохранился. К весеннему семестру 1935 года Гумилев сближается с Игорем Поляковым и Аркадием Бориным. Лев был человеком общительным и открытым. С Бориным, например, он познакомился так. На занятии по французскому языку послал ему записку. «Мне ясно, что вы вполне интеллигентный человек, и мне непонятно, почему мы с вами не дружны». Арест 1933-го не научил его осторожности, поэтому с новыми знакомыми он не только говорил о политике, но и приглашал домой на Фонтанку, где студенты-историки познакомились с Пуниным и Ахматовой. Именно эти студенты, сначала Борин, а затем и Поляков, в 1935 году дадут первые показания на Гумилева и Пунина. Поступив на первый курс истфака, Гумилев испытал что-то вроде эйфории. Он с удовольствием учился, даже принимал участие в университетском субботнике, но уже полгода спустя все изменилось. 20 января 1935 года начинались студенческие каникулы. Лёва приехал в Москву мрачный. От первоначальной радости по поводу приема в университет не осталось и следа, записывает Эмма Герштейн. Гумилев вспоминал, что столкнулся с неприязнью окружающих именно в университете. В экспедициях к нему относились не хуже, чем к другим. Кто же преследовал Гумилева? Много лет спустя он утверждал, будто на экзаменах его не раз пытались завалить, чтобы был предлог убрать неудобного студента. Допустим, враги среди ученых у Гумилева появились уже тогда. Но не происхождением же могли его попрекать профессора. Университетское начальство? Но как раз с начальством у Гумилева отношения складывались неплохо. Ректор ЛГУ Михаил Семенович Лазуркин восстановит отчисленного Гумилева в университете. Позднее, уже после войны, новый ректор Александр Алексеевич Вознесенский поможет ему защитить диссертацию. Не профессора, не начальство, а именно товарищи-однокурсники из его академической группы не раз требовали исключить Гумилева из университета. Классовый принцип при зачислении в университет еще действовал. Сохранялись и характерные для времен борьбы со всяческими буржуазными спецами нравы, от которых страдали не только дети лишенцев, но и университетские преподаватели с дурной наследственностью. Дьяконов вспоминает, что наглые студенты на консультациях изводили даже академика Струве, спрашивая, не родственник ли он известному оппортунисту Петру Бернгардовичу Струве, который некогда назвал Владимира Ильича Ленина «думающей гильотиной». Что вы, голубчик, даже не однофамилец», будто бы отвечал перепуганный Василий Васильевич Струве. Среди студентов было много недоучек с идеальными анкетами, развязных и самоуверенных.
С каждым годом росла комсомольская ячейка. Сам Гумилев утверждал, что не давал повода к всеобщей неприязни, но, зная его характер, в это трудно поверить. Вряд ли Лев, не стеснявшийся вступать в самые ожесточенные споры даже с трамвайными пассажирами, в университете вел себя тихо. В некоторых фрагментах его сказки «Посещение Асмодея», сочиненной уже в Норильском лагере, есть отзвуки тех студенческих лет. «Про вас ведь говорят на факультете. Скажи мне, Фарнабас, ликиец молчаливый, зачем ты сердишь нас повадкою кичливой? Ругающим тебя не кланяешься низко, к собратьям и кружкам ты не подходишь близко. Подвигнемся, друзья, ужели Фарнабазу дадим распространять зловредную заразу? И нам ли потерпеть, друзья, чтобы меж нас ходил, смотрел, дышал какой-то Фарнабаз?» Дворяне и бомбы. Летом 1933-го, вероятно, в июне или июле, август он проведет в Крыму, Лев Николаевич приехал в Слепнево посмотреть на фамильную усадьбу, где уже несколько лет как размещалась школа. Обстоятельства этого визита известны по воспоминаниям Анны Васильевны Паршиной в девичестве Курочкиной, тогда молодой крестьянки, 2 годами старше Льва Гумилева. Пришел со стороны Хотени какой-то мужчина. Деревенские женщины и мужики сидели после покоса на заваленке. Он подошел, поздоровался, заговорил, спросил, как живете. Его узнали. Это был молодой барин, Лев. Ему ответили: «Хорошо живем». Пригласили посидеть вместе, зайти в избу, попить молока. От этих предложений он отказался, сказал спасибо. Его расспрашивали, кто он, откуда, но он не отвечал, заговаривал о другом. Во время разговора все время посматривал на усадьбу и вскоре ушел. Кто-то сказал: «Милиционера нет, надо бы взять его и доставить куда надо». Но этого не сделали. Так бывший барин уехал. В этой истории крестьяне показали себя людьми вежливыми, лукавыми и коварными, а Лев Николаевич проявил редкую для себя выдержанность, дальновидность и осторожность. За барско-крестьянской дипломатией скрывались враждебность и страх. Откуда же они взялись? Леве было в 1917 году 5 лет. Он даже теоретически не мог кого-либо эксплуатировать. В 1933-м Гумилев был как раз своим, трудящимся, пусть и не деревенским, а городским. Но и в городе ему приходилось сталкиваться с враждебностью пролетариев, простых людей, на которую Гумилев отвечал с присущей ему горячностью. Назвать это классовой борьбой нельзя, ведь Гумилев, разнорабочий, коллектор, лаборант, в те годы был как раз самым настоящим пролетарием, наемным работником, к тому же низкооплачиваемым. Одевался он гораздо хуже питерских рабочих, а жил, как все. Гумилев носил в городе ту же одежду, что и в своих горных и степных экспедициях, но окружающих этим не шокировал. Правда, Эмме было неудобно, когда на пороге ее приличной квартиры появился такой оборванец, но милиция его на улицах не останавливала, а сокурсники хотя и пытались отчислить Льва, но никак не за дурную одежду или отталкивающий внешний вид. Внешне он не так уж от них и отличался. Гардероб Гумилева не менялся годами. В июне 1934 года, по воспоминаниям Эммы Герштейн, он носил плащ и фуражку, очевидно, картуз, уже порядком выленившую. Эти вещи сохранились, видимо, еще с экспедиции на Хамар-Дабан, только вместо штормовки Лев носил застиранную ковбойку. Зимой Лев надевал ватную куртку, которую Эмма Герштейн называет «дурацкой». Судя по описаниям, это был простой ватник. Ватник Гумилева упоминает и Лидия Чуковская.
На голове у него была странная меховая шапка, которая смахивала на женский капор. Из-за этой шапки какой-то пьяный прохожий однажды оскорбил льва. Да это ж не мужчина, а баба какая-то. Оборванец в залатанных брюках, в старой ковбойке и выцветшей фуражке был одет лишь немногим хуже своих товарищей. Вообще молодежь 30-х годов, особенно их первой половины, не отличалась блеском и красотой нарядов. По примеру немецких комсомольцев, носили юнгштурмовки цвета хаки или же простые рубашки, косоворотки, залатанные свитера, поношенные куртки с чужого плеча, зимой красноармейские шинели, на ногах кирзовые сапоги. Иные и вовсе напоминали персонажей пьесы «На дне». В начале XX века Максим Горький относил городскую интеллигенцию и мещан к разным племенам, настолько различались их жизнь, быт, вкусы. Революция уничтожила сословие, хижина завоевала дворец. Просторные анфилады старых особняков поделили на комнатушки. Их населили совслужащие и домработницы, бывшие дворяне и переехавшие в город хлеборобы, сапожники и ювелиры. Все перемешалось. В Петербурге многие квартиры были обставлены дворцовой мебелью, приобретенной по дешевке в комиссионном магазине. Уцелевший выпускник пажеского корпуса готовил себе на примусе яичницу, токарь любовался фрагментом лепного потолка. Бытие не определяет сознание полностью, но все-таки весьма и весьма на него влияет. Новый быт должен был сблизить бывших классовых врагов, но не тут-то было. Гумилев и его близкие, родные, друзья Ахматова, Пунин, Дашкова принадлежали к остаткам недобитой дореволюционной интеллигенции, сохранившейся еще в СССР. Примечание. В СССР до Конституции 1936 не существовало даже формального равенства. Бывшие дворяне и буржуи были ограничены в правах. Лишенцы в большинстве своем сидели тихо, справедливо опасаясь худшего. Необходимые советской власти спецы, инженеры и ученые, получали приличное содержание, но имели все основания ненавидеть режим и даже в большей степени простых рабочих, которые платили им той же монетой. Еще недавно прошли шахтинское дело и процесс промпартии. Человек в мягкой шляпе или фуражке инженера считался классово чуждым элементом. Рабочие ненавидели интеллигенцию настолько, что, по словам Дьяконова и Герштейн, инженеры из страха спарывали с фуражек свою профессиональную эмблему – молоток и гаечный ключ, или надевали пролетарские кепки. Многие вовсе меняли работу, становились чертежниками. Конец примечания. Бывшие, недостреленные, не уехавшие вовремя, ощущали себя чем-то вроде маленького племени, заброшенного в среду многочисленного и враждебного народа. В Москве даже заметнее, чем в Петербурге, который, по крайней мере, до убийства Кирова сохранил больше дореволюционных черт. В Москве же, пишет Эмма Герштейн, почти не было одухотворенных юношей. Мы встречали только маленьких бюрократов и бдительных комсомольцев, в лучшем случае честных, симпатичных, но безнадежно ограниченных юношей и девушек. Гумилев их тогда ненавидел. «Да, я не люблю пролетариат», — говорит булгаковский герой. Гумилев же возненавидел пролетариат еще с Бежецка. В Ленинграде его антипатия к простым людям только укрепилась. Литературного профессора Преображенского, как и его прототипа академика Павлова, который позволял себе высказывания похуже, защищала европейская слава и покровительство высокого начальства. У Гумилева же не было ни того, ни другого. Нищий студент, приживальщик в квартире Пунина, гость в квартире Мандельштама, он как будто стремился поссориться даже с незнакомыми людьми. Внешним обликом и манерами он словно нарочно подчеркивал свою чужеродность. Из замятой фуражки он выглядел бывшим офицером.
на Руфь Зернову Гумилев произвел впечатление абсолютного контрика. Студент из ТФАКа Валерий Махаев в октябре 1935-го заявит: Гумилев — человек явно антисоветский. Аркадий Борин на допросе в сентябре 1935-го так охарактеризовал взгляды своего «друга» в кавычках Льва. Гумилев действительно идеализировал свое дворянское происхождение, и его настроения в значительной степени определялись этим происхождением. Среди студентов он был белой вороной и по манере держаться, и по вкусам в литературе. По его мнению, судьбы России должны решать не массы трудящихся, а избранные кучки дворянства. Он говорил о спасении России и видел его только в восстановлении дворянского строя. На мое замечание, что дворяне уже выродились или приспособились, Гумилев многозначительно заявил, что и есть еще дворяне, мечтающие о бомбах. В другом варианте последняя фраза звучит чуть-чуть иначе. Есть дворяне, которые еще думают о бомбах. Гумилева, конечно, могли просто оговорить. Следователь мог сочинить фразу и заставить подследственного подписать протокол, что, очевидно, делалось не раз. Мог присочинить и перепуганный Борин. Но способностей следователя 4-го отделения секретно-политического отдела Василия Петровича Штукатурова хватало только на стандартные канцелярские фразы, вроде такой: «Свои террористические настроения я высказывал открыто» или «Я клеветнически оскорблял Сталина». Бывший электромонтер Борин тоже не блистал изяществом слога. В словах о дворянах-бомбистах слишком много поэзии и слишком мало канцелярщины. Это стиль Гумилева, а не Борина, и тем более не Штукатурова. Наконец, эти слова Гумилева как раз и органичны для абсолютного контрика. К тому же, если верить показаниям Борина, Гумилев во время разговора о бомбах был нетрезв. Эта вражда не классовая, не экономическая, а социально-психологическая продолжалась по меньшей мере до Великой Отечественной. Но и в 20-е-30-е некоторые из бывших вели что-то вроде партизанской войны. Осторожный и немолодой Михаил Булгаков написал «Собачье сердце». Молодой и вспыльчивый Лев Гумилев демонстрировал свое дворянство и, видимо, не только в трамвае. Много лет спустя, занимаясь теорией этноса, Гумилев найдет неожиданное и оригинальное решение, которое, между прочим, объясняет и эту странную вражду. Большинство ученых рассматривали этнос и нацию как сообщество похожих друг на друга людей, с одними и теми же ценностями, интересами, со схожими взглядами и общей культурой. Гумилев же доказывал, что этнос — это сложная система, состоящая из многих элементов и подсистем, субэтносов. Субэтносы отличает неповторимый стереотип поведения, собственная иерархия ценностей, вкусов, представлений. И русская интеллигенция, к которой относились Ахматова, Пунин, Гумилев, была особым субэтносом. Они были не хуже и не лучше, скажем, семьи рабочих Смирновых, соседей по коммуналке. Их быт мало отличался от пролетарского, а род занятий того же Гумилева и подавно. Но они вели себя иначе. Их представления о дурном и хорошем, о ценном и бесполезном, их стереотипы поведения, наконец, различались. Это были разные русские, другие русские. Конституция 1936 года уравняла советских граждан в правах, но свой оставался своим, чужой — чужим. Ахматова не ссорилась с трамвайными или троллейбусными пассажирами, но пассажиры-пролетарии легко узнавали бывшую дворянку. Эмма Герштейн вспоминает интересную историю, которую услышала от Ахматовой. Году в 1936-м Анна Андреевна совершила с Пельником экзотическую поездку в открытой машине из Ленинграда в Москву.
Где-то под Тверью с ними случилась небольшая авария. Пришлось остановиться и чинить машину. Сбежались колхозники. И сама легковая машина, и костюм пельника обнаруживали в нем советского барина. Это вызвало вражду. Одна баба всю силу своего негодования обратила на Ахматову. «Это дворянка!» — угрожающе выкрикивала она. «Не видите, что ли?» Неприязнь к простым людям держалась у Гумилева еще долго. Зимой 1944-го на Киевском вокзале Гумилев, отводя в сторону встретивших его Ирину Николаевну Томашевскую и Николая Ивановича Харджиева, мимоходом бросит: «Подальше от богоносца». Интеллигентный человек — это человек слабообразованный и сострадающий народу. «Я образован хорошо и народу не сострадаю», — говорил он Михаилу Ардову уже после возвращения из последнего лагеря. Представление о неравенстве людей Гумилев сохранил на многие годы. В нашем распоряжении оказались нивелир и карты, палатка и спальные мешки с раскладушками, машина с шофером Федотычем и примус со стрепухой Клавой, рассказывал Гумилев в своей популярной книге «Открытие Хазарии» о материально-техническом обеспечении Астраханской археологической экспедиции 1960 года. Как ни странно, представления о неравенстве не отразились на собственно научных взглядах Гумилева. Вопреки распространенному мнению, пассионарная теория этногенеза не противопоставляет элиту и народ, героев и толпу, ведь большая часть пассионариев находится как раз в толпе. Историю делают народы. Уже в 70-е годы, заочно полемизируя с Карлом Ясперсом, Гумилев напишет: «Аристотель — гений, но кто его знал при жизни? Небольшая кучка снобов и правдоискателей, десятки людей, а скорее единицы. А основа населения — 2 миллиона эллинов, биотийские крестьяне, эталийские разбойники, ионийские торгаши, спартанские воины, аркадские пастухи. Да им было и некогда, и незачем. А ведь свободу Эллады отстаивали они, Персию завоевали, и диадохов, полководцев Александра Македонского, поддерживали они. Торговлю со Скифией вели они, и природу Пелопоннеса исказили тоже они. И представьте, не читая Аристотеля. Друзья Гумилева. Ахматова и в самом деле была дворянкой, но Лев Гумилев, живи он в царской России, не принадлежал бы к дворянскому сословию. Личное дворянство за службу было у его деда Степана Яковлевича. Ни сын, ни внук его унаследовать не могли. В январе 1912 года старший брат Николая Степановича, Дмитрий Степанович Гумилев, подал в Сенат прошение о признании его потомственным дворянином, но получил отказ. Дворянство Ахматовой ко льву не могло перейти, ребенок наследовал сословие отца, а не матери. Но Лев Николаевич, как и Николай Степанович в свое время, охотно приписывал себе дворянство. «Я дворянин», будет он повторять до конца жизни. Да и в глазах других людей Гумилев-младший был дворянином, контриком, бывшим барином. Правда, Лев легко сходился с простыми людьми в экспедициях, а потом и в лагере. На Хамар-Дабане Гумилев, пусть и окончивший курсы коллекторов, был на подхвате. Его положение мало чем отличалось от положения простого рабочего или конюха, что Льва тогда вовсе не тяготило. С одним из своих тогдашних товарищей, сибиряком Савелием Прохоровичем Батраковым, Гумилев много лет спустя встретится в одном из пересыльных лагерей. И все-таки Гумилев предпочитал другую компанию. Николай Давиденков, сын академика, Аксель Бекман, сын потомственного почетного гражданина, Анна Дашкова, дочь офицера. В одном из писем к ней
Лев дал свой московский адрес Мандельштамов, Москва, Нащекинский переулок, номер 5, квартира 26, Мандельштам, и прокомментировал: по одной этой фамилии можете себе представить, сколь счастлив я, находясь в гуще «порядочной» в кавычках литературы. Уже на первом курсе Гумилев стал посещать квартиру Василия Васильевича Струве, где познакомился с востоковедом-старшекурсником Теодором Шумовским. Доброжелательный Струве у себя дома читал студентам лекции по истории Древнего Востока. Шумовский в 1938 году станет для Гумилева товарищем по несчастью, а Струве впоследствии не раз будет помогать молодому Льву и защищать его по мере сил. Интересно, что среди друзей Гумилева в 30-е оказались не только гуманитарии, но и, например, биологи, хотя сам он еще не интересовался естествознанием. В 1933 году Лев познакомился с Борисом Сергеевичем Кузиным, московским биологом. Кузин был серьезным ученым и высокообразованным человеком. Любитель хорошей поэзии, он читал Гёте и Горация в оригинале, дружил с Мандельштамом. Отправляясь в научную экспедицию, Кузин брал с собой новый сборник Пастернака. В ноябре 1935 года, по данным Разумова, уже в 1934 году, Гумилев поселился в комнате Акселя Отто Бекмана на Фонтанке 149, квартира 14. Хозяин комнаты учился на физико-математическом факультете, а позднее работал референтом-переводчиком в аппарате военно-медицинской академии. Что сблизило этих людей? Ответом служит портрет Николая Гумилева, что висел на стене холостяцкой комнаты. Портрет принадлежал Акселю Бекману. Видимо, он так любил стихи Николая Степановича, что не боялся держать на видном месте портрет врага революции. В 30-е за такое могли и арестовать. Иду Наппельбаум, ученицу Николая Степановича, некогда посещавшую его студию «Звучащая раковина», за хранение портрета Гумилева осудили на 4 года лагерей. Бекман должен был импонировать Льву, а самому Акселю студент-историк был интересен как сын любимого поэта. Комната Бекмана произвела на Эмму Герштейн дурное впечатление. Она даже сожалела, что не поехала в этот день, 10 февраля 1937 года, к одинокой тогда Ахматовой, вместо того, чтобы проводить время с Левой в этой гадкой комнате. Особенно не понравилась шкура, на которой спал Лев. Гумилев уверял свою московскую подругу, что шкуру он чистил каждый день, но она не поверила. Гумилев и Бекман жили в страшной бедности, едва ли не делили последнюю рубашку и уж точно делили трапезу. В ящике комода нашлось 1,5 обеденных прибора, 2 ржавые вилки и ржавый нож. В комнате Бекмана Гумилев, по-видимому, проводил не так уж много времени. Он вообще не был домоседом. Лето проводил в экспедициях, навещал московских знакомых, Ардовых, Клычковых, Герштейн, подолгу останавливался у них. Сам Бекман тоже часто ездил в командировки, так что комната, случалось, пустовала. От Бекмана Гумилев съехал только в 1937 году, когда Аксель Отто женился. Бекмана арестуют в июне 1941 и год спустя расстреляют за измену родине. На следствии у Бекмана безуспешно пытались выбить показания и на Льва Гумилева, но Аксель не выдал товарища и, судя по протоколам допросов, вел себя безупречно. Своим лучшим другом молодой Лев называл Николку, Николая Давиденкова, студента-биолога. Николка часто бывал у Ахматовой в фонтанном доме, читал ей свои стихи. Короткая жизнь Николая Давиденкова необычна. В 1938-м Давиденкова, как и Гумилева, арестуют, но ему поначалу повезет больше, чем Льву.
По словам Чуковской, суд оправдает Давиденкова, и он вернется на свободу, однако в университете восстановиться не сможет. Правда, Теодор Шумовский в своих воспоминаниях приводит другие сведения. Давиденков был осужден на 10 лет. В октябре 1938-го Шумовский и Гумилев встретились с ним в пересыльной тюрьме на Константиновской, 6, а на пересылку мог попасть только осужденный. Видимо, Давиденков обжаловал приговор и был освобожден. В 1939 году Давиденкова призовут в армию, и он примет участие в польском освободительном походе. В июне 1941-го Давиденков попадет в немецкий плен, но сможет бежать в Англию и будет воевать с немцами на Западном фронте. Однако в 1945-м судьба, так долго оберегавшая Николая Давиденкова, ему изменила. Он оказался в советском лагере. Суд приговорил его к расстрелу, который заменили на 25 лет лагерей. Последним достоверным известием о Николае стало письмо, которое в мае 1950-го получила от него Лидия Корнеевна Чуковская. В этом письме Николай отправил на волю и свое последнее стихотворение. «Не надо чистого белья, не открывайте дверь. Должно быть, в самом деле я заклятый дикий зверь. Не знаю, как мне с вами быть и как вас величать. По птичьи петь, по волчьи выть, реветь или рычать». Очевидно, в январе 1937 года или несколько ранее Лев познакомился со своим единокровным братом, младшим сыном Николая Гумилева, Орестом Высоцким. Орест поступил в Ленинградский вуз одновременно с Гумилевым, но, в отличие от брата-гуманитария, он выбрал лесотехническую академию. Орест был женат. В 1934-м у него родилась дочка Ия. Долгое время Орест и Лев ничего не знали друг о друге. Более того, мать Ореста, Ольга Николаевна Высоцкая, ничего не знала о Леве, как не знала и Ахматова об Оресте. Своим знакомством братья обязаны Палладе Гросс, у которой Орест тогда снимал жилье. Паллада Олимпиевна Гросс, она же Старынкевич, Богданова-Бельская, графиня Берг, Дерюжинская, Педди-Кобецкая — существо необычное даже для Серебряного века. А уж как она умудрилась выжить в Советском Союзе, перенести гражданскую войну, блокаду, большой террор и окончить свои дни 80-летней старухой — неразрешимая загадка мироздания. Палладе посвящали стихи. Паллада стала прототипом для героинь Кузьмина, Полина в «Плавающих путешествующих», Морозовой Диана Олимпиевна в «Одной судьбе», Милошевского Паллада Скуратова в книге «Вчера-позавчера. Воспоминания художника». Когда Паллада шла по улице, прохожие оборачивались. Как было не обернуться? Петербург, зима, вечер. Падает снег, зажигаются фонари. На обыкновенных улицах обыкновенная толпа. И вдруг в этой серой толпе странное, пестрое, точно свалившееся откуда-то существо. Откуда? Из Мексики? С венецианского карнавала? С Марса, может быть? На плечах накидка, ярко-малиновая или ядовито-зеленая. Из-под нее торчат какие-то шелка, кружева, цветы. Переливаются всеми огнями бусы. На ногах позвякивают браслеты. И все это как облаком окутано резким приторным запахом астриса, пишет о ней Георгий Иванов. Вот эта Паллада и решила познакомить братьев. Видимо, она рассказала Высоцким о Леве и дала им адрес Ахматовой. Знакомство состоялось. Ахматова тут же нашла у Ореста черты Николая Гумилева, а Лев был очень рад, что у него, оказывается, есть самый настоящий брат. Орест не раз ночевал в квартире Бекмана и Гумилева. Довольный Лев называл Ореста «брата». Когда Ахматова спросила сына, как ему понравился Орест, Гумилев ответил довольно оригинально: «Жаль, что папа мало изменял тебе. У меня больше было бы таких братьев».
Позднее Высоцкий с женой поселились в общежитии лесотехнической академии в Ломанском переулке, но братья продолжали встречаться. Они проводили время в пивной, где читали друг другу стихи. Возможно, сидели в пивной на канале Грибоедова. Там начинается действие сказки Льва Гумилева «Посещение Асмодея». Или же посещали немецкие пивные Васильевского острова, известные нам по петербургским зимам Георгия Иванова. Если в Петербурге особенный туман, то самый особенный он вечерами на Васильевском острове. На пересечении проспектов Большого, Малого и Среднего пивные. Пивные замечательные. Устроили их немцы в 80-х годах с расчетом на солидных и спокойных клиентов, немцев тоже. Солидные мраморные столики, увесистые пивные кружки, фаянсовые подставки под них с надписями вроде «Моргенштунде хат голден мунде», буквально «Утренние часы, золото в устах». Примечание автора. На стенах кафелями выложены сцены из «Фауста», в стеклянной горке посуда для торжественных случаев. Теперь в этих Эдельвейсах и Рейнах собираются по вечерам отребья петербургской богемы. Зеркальные, исцарапанные надписями стены сияют немытым блеском, жирная белая пена ползет по толстому стеклу. Во времена Льва Гумилева стены пивных украсили любимыми народом картинами Шишкина и новыми лозунгами: «Лицам в нетрезвом виде ничего не подается. Пей, но знай меру. В пьяном угаре ты можешь обнять своего классового врага». Последняя фраза не так смешна, как может показаться на первый взгляд. К таким классовым врагам, между прочим, относились и Высоцкий с Гумилевым. Их разговоры в 30-е годы были вполне антисоветскими. Много лет спустя, в августе 1991-го, Орест Николаевич напишет брату: «Мы дожили до такого прекрасного времени, когда рушится большевизм. Над Кремлем поднято трехцветное знамя, сброшен с пьедестала железный Феликс, а в Екатеринодаре поставлен памятник Лавру Георгиевичу. Сбывается все, о чем мы с тобой мечтали в юности». Впрочем, в юности Орест Высоцкий на рожон не лез. Он унаследовал от матери благоразумную осторожность, носил ее фамилию, хотя знал, кто его отец, а отчество Николаевич получил не от Гумилева, а от своего дяди Николая Николаевича. В 1938-м Ореста Высоцкого арестуют, но выпустят всего через год. Его фамилия не напоминала о страшном родстве, не тянула камнем на дно, да и жить Орест старался подальше от столиц, от скорого на расправу начальства, благо лесотехническое образование этому способствовало. Работал он в леспромхозах, дослужился до директора, затем руководил мебельной фабрикой, защитил диссертацию и даже преподавал в Политехническом институте Кишинева. Первым человеком рабоче-крестьянского происхождения, с которым подружился Гумилев, был археолог Михаил Илларионович Артамонов. В 1935 году Гумилев под руководством Артамонова участвовал в Маныческой экспедиции. На следующий год Гумилев уже за свой счет отправился в экспедицию Артамонова на раскопки хазарской крепости Саркел. Университет не дал ему денег на поездку, но Артамонов уже на месте нашел студенту и работу, и паек. Арест 1935. Из Маныческой экспедиции Гумилев вернулся поздно. Только 30 сентября 1935 года он приехал в Москву к Эмме Герштейн. Они отправились в Коломенское. Мрачный он был со своими татарскими усами, вспоминала Герштейн. Помолчав, заявил: «Когда я вернусь в Ленинград, меня арестуют». Я плакала. Эта встреча больше походила на благословение, чем на любовное свидание. Его арестуют 3 недели спустя, 23 октября 1935 года. Примечание. А не 22 октября, как полагает Черных.
22 октября был выписан ордер на арест Гумилева. О причинах этого ареста написано много. Все авторы сходятся на том, что Лев Гумилев и арестованный тогда же Николай Пунин попали под репрессии, развернутые против ленинградской интеллигенции вскоре после убийства Кирова 10 декабря 1934 года. Социальное происхождение уже было достаточным основанием, если не для ареста, то уж во всяком случае для высылки из Ленинграда. Еще весной 1935-го из ленинградских коммуналок выселяли недобитых дворян, даже старушек, не приспособленных к современной жизни за пределами большого города. За Пуниным и Гумилевым, помимо дурного происхождения, числилось много грехов. Дела Пунина и Гумилева в Центральном архиве ФСБ РФ добросовестно изучил Александр Николаевич Козырев и опубликовал результаты своего исследования в сборнике «Вспоминая Гумилева. Санкт-Петербург, 2003 год». В этой главе я буду опираться прежде всего на это образцовое научное исследование. Кроме того, немало интересных материалов собрал Виталий Шанталинский, руководивший комиссией по творческому наследию репрессированных писателей России. Гумилев в сентябре 1935-го был убежден, что его арестуют за антисоветские разговоры, о которых донесла, по словам Эммы Герштейн, одна наша приятельница еще летом 1935-го. Речь шла об искусствоведе Вере Аникеевой. 25 мая 1935 года она была в гостях у Пунина и Ахматовой, где и услышала от Николая Николаевича слова, о которых благонамеренному советскому человеку следовало тут же донести куда следует. Аникеева, отдадим ей должное, сразу не донесла. За нее это сделал другой гость, однокурсник Льва Гумилева Аркадий Борин. Борин весной 1935-го не раз заходил к другу на Фонтанку 34, даже чинил там мебель и дверные замки. Уже 26 мая Борин подробно пересказал в Большом доме все, что запомнил. Текст доноса приводится в книге «Преступление без наказания» Шанталинского. 25 мая сего года при моем посещении квартиры Пунина я застал там его сослуживицу Аникееву. В разговоре с Пуниным Аникеева вспомнила о каких-то высланных из Ленинграда ее друзьях, и разговор принял соответствующее направление. В ходе этого разговора Пунин заявил: «И людей арестовывают, люди гибнут, хотелось бы надеяться, что все это не зря. Однако стоит взглянуть на портрет Сталина, чтобы все надежды исчезли». И в продолжении всего вечера Пунин говорил о необходимости теракта в отношении Сталина, так как в лице его он и видит причину всех бед. Увлекшись этой идеей, он показал нам вывезенную им из Японии машинку для автоматического включения фотоаппарата, которую, по его словам, очень легко можно было бы приспособить к адской машине. Стоит только установить эту машину, заявил Пунин, как вдруг Сталин полетит к чертовой матери. Из разговора с женой Пунина, Ахматовой, выяснилось, что еще раньше, в беседе с С.А. Толстой, Пунин по поводу убийства товарища Кирова заявил: «Убивали и убивать будем». 28 мая в управление НКВД вызвали перепуганную Аникееву, которая подтвердила донос Борина. Этот материал несколько месяцев спустя положат в основу следственного дела номер 3764, дело Пунина-Гумилева. На Руси была пословица: «Доводчику, то есть доносчику, первый кнут». Первым по делу номер 3764 1 сентября 1935 года арестовали самого Борина и тут же начали допрашивать,
не состоял ли он в молодежной террористической группе Гумилева. На этот раз Борин сдал не только Пунина, но и своего «друга» в кавычках Гумилева. 10 октября арестовали еще одного студента-историка, Игоря Полякова. Он тоже дал показания и на Гумилева, и на Пунина. Показаний хватило, чтобы обвинить и арестовать Пунина как участника и вдохновителя контрреволюционной террористической группы студентов, а Гумилева как участника этой группы, который к тому же занимался сочинением и распространением антисоветских произведений. Вину обоих отягчали террористические настроения по адресу вождей ВКПБ и советского правительства. В старости, рассказывая об октябрьских днях 1935-го в Доме предварительного заключения, Гумилев утверждал: следователи, как они ни изощрялись, не смогли получить от нас сколько-нибудь компрометирующих показаний. На самом же деле следователи Штукатуров и Коркин за неполных 2 недели получили от арестантов все сведения, которых только добивались. Пунин и Гумилев дали показания и на самих себя, и друг на друга. Пунин раскололся уже на первом допросе. Что же касается политических настроений Гумилева, то мне известно, что он, беседуя, неоднократно высказывал симпатии принципам монархизма. На следующем допросе он расскажет о контрреволюционных разговорах Гумилева, который будто бы говорил о необходимости смены советского строя и замены его монархией, и одобрял антисталинские стихи Мандельштама. На последнем допросе следователь заставил Пунина выдать и Анну Андреевну. А.А. Ахматова, так же, как и другие участники группы, полностью разделяла мою точку зрения на необходимость устранения Сталина. Гумилев, узнав о показаниях Пунина, в свою очередь рассказал следователям, что Пунин часто выражал злобу по адресу Сталина, при этом допуская явные террористические выпады против него. Речь шла уже об известном следователям из показаний Борина эпизоде, когда нетрезвый Пунин при помощи автоматического спуска от фотоаппарата демонстрировал, как бы он взорвал Сталина. От Ахматовой Гумилев по мере сил пытался обвинение отвести. О моей контрреволюционной деятельности мать А.А. Ахматова не знала. Гумилев признался и в антисоветских разговорах, и в террористических настроениях, и в авторстве антисоветского, посвященного убийству Кирова, стихотворения Экоботана, хотя его текст найден не был, а сам Гумилев смог воспроизвести только сюжет. Сатрап города Экбатаны, так в тексте, Горпаг, умирает, но жители не хотят оплакивать его смерть. Великий царь велел выставить тело Горпага на показ, но и тогда жители не плакали. Тогда велел царь казнить 100 граждан, и после этого весь город плакал. Все это тянуло по меньшей мере лет на 10. Показания Пунина были гораздо страшнее. Я признаю, что мои постоянные разговоры с Гумилевым и другими, направленные против Сталина, воспитывали террористические настроения Гумилева и других моих собеседников. Исходя из моих убеждений о необходимости изменения существующей линии советской власти, я считал радикальным средством насильственное устранение Сталина. Перед профессором Академии художеств уже должен был появиться призрак камеры смертников. Мало того, на допросах часто возникали имена друзей и знакомых, которые могли разделять контрреволюционные взгляды и даже быть посвященными в антисоветскую деятельность Пунина и Гумилева. На страницах протоколов можно найти имена Акселя Бекмана, Лидии Гинзбург и других. Козырев предполагает, что конечной целью следствия был арест Ахматовой. В распоряжении следователей уже были показания на нее. Начальник управления НКВД по Ленинградской области Заковский
Даже подал наркому Егоде докладную записку, где просил дать санкцию на арест Ахматовой. Осуждать Пунина и Гумилева за такую откровенность перед следствием не только безнравственно, но и нелепо. Правда, арестованных тогда не пытали, не избивали, но ведь профессиональный следователь располагает методами и приемами, которые позволяют расколоть и более опытных людей. Позволю себе сослаться на Солженицына. Истинные пределы человеческого равновесия очень узки, и совсем не нужна дыба или жаровня, чтобы среднего человека сделать невменяемым. Коркин и Штукатуров допрашивали Пунина и Гумилева по 5, 6, 8 часов подряд. Например, допрос Гумилева 27 октября начался в 16:00, а закончился в 23:45. Сам же протокол допроса занимает всего 3,5 листа. Допрос Пунина 31 октября начался в 18:30, а закончился в 0:10. Протокол занял 4 листа. Протокол не может отразить и малой доли того, что творилось на допросе. К примеру, фраза следователя «Вы даете неправильные показания» или «Вы говорите неправду» в оригинале, несомненно, звучали намного экспрессивнее. Гумилев рассказывал Эмме Герштейн, как трактовали следователи один из эпизодов его жизни. Однажды во время «антисоветского» в кавычках разговора Гумилев убежал на кухню за ножом нарезать хлеб, что было истолковано как символический жест, намекающий на подготавливаемый ими террористический акт против Сталина. Это одно из немногих свидетельств о днях в ДПЗ на Войкова, бывшей Шпалерной, 25. Пунин по понятным причинам не писал о методах следователей даже в дневнике, а Гумилев рассказывал мало. Так что нам остается лишь предполагать. Примечание. В 1937-38 годах подследственных избивали и пытали. В 1934-35 больше распространены были методы психологического давления. Вот как разговаривали следователи с Лидией Корнеевной Чуковской. Ее не арестовали, а лишь предложили сотрудничать с органами, то есть стучать. В кабинете сидели двое, русский и кавказец, оба с револьверами. На письменном столе вместо чернильницы початая бутылка пива. Ноги в высоких сапогах, пахнувшие потом и гуталином, болтались недалеко от моих плеч и лица. На Чуковскую кричали, ее оскорбляли, затем начали стрелять в нее холостыми. Чуковская была уверена, что ее отправят в тюрьму, и мечтала уже о тюремной камере, только бы вырваться с этого допроса, но вдруг услышала: «Чего сидишь, неблагодарная тварь? Убирайся!» Психологические методы использовали и в 1934 году против арестованного Мандельштама. Надежда Яковлевна рассказывала позднее, ему устраивали инсценировки, будто бы за стеной расстреливают соучастников. Возмущенный Мандельштам кричал: «Как вы смеете расстреливать Эмму Герштейн? Она совершенно советский человек!» Сам Осип Эмильевич рассказывал Эмме несколько иначе. Следователь кричал на него: «Как вы смеете клеветать на Эмму Герштейн, вполне советского человека?» Конец примечания. В распоряжении следователя Штукатурова были уже показания Борина, Полякова, Аникеевой. Вскоре даст показания и Валерий Махаев, арестованный позднее Пунина и Гумилева. С Бориным и Поляковым Гумилеву устроили очную ставку, где бывшие друзья-однокурсники еще раз подтвердили свои показания. Словом, деваться было некуда. Неудивительно, что Пунин и Гумилев не выдержали психологического натиска, многочасовых допросов и очных ставок. Оба прежде не сталкивались ни с чем подобным. Правда, оба они уже однажды пережили арест, но Пунина арестовали в далеком 1921-м, другое время, другие порядки, другие допросы.
а Гумилева в 1933-м вообще не допрашивали. Поэтому оба выбрали на следствии самую проигрышную тактику, к которой прибегали интеллигентные подследственные новички. Они не уходили в глухую несознанку, а стремились говорить полуправду, считая ее более достоверной, чем прямая ложь. «Через много лет вы поймете, — будет писать Солженицын, — что гораздо правильней играть неправдоподобного круглейшего дурака. Не помню ни дня своей жизни, хоть убейте. Но вы не спали 3 суток. Вы еле находите силы следить за собственной мыслью и за невозмутимостью своего лица, и времени вам на размышления ни минуты. И сразу 2 следователя уперлись в вас. О чем? О чем? О чем?» Как известно, освобождение Пунина и Гумилева добилась Анна Ахматова, поехавшая в Москву и сумевшая при помощи влиятельных московских друзей-литераторов передать Сталину свое письмо. Обстоятельства этой поездки хорошо известны биографам Анны Ахматовой и Льва Гумилева, хотя и сейчас в этой истории остается несколько темных, загадочных эпизодов. Ахматова приехала в Москву неделю спустя после ареста Пунина и Гумилева. Она остановилась и переночевала у Эммы Герштейн. В передней, на маленьком угловом диване, сидит Анна Андреевна со своим извечным потрепанным чемоданчиком. Вся напряженная, она дожидается меня уже несколько часов. Она спала у меня на кровати. Только от нее Эмма узнала об аресте Гумилева. Это было, вероятно, 29 октября. Сама Эмма не помнила даты и даже относила этот приезд к ноябрю 1935-го, что совершенно невозможно. 30 октября Герштейн отвезла Ахматову в Нащекинский переулок, где та остановилась у Булгаковых. Днем позвонили в квартиру. Выхожу, Ахматова, с таким ужасным лицом, до того исхудавшая, что я не узнала ее, и Миша тоже, записала в дневнике Елена Сергеевна Булгакова. Чтобы судить о дальнейших событиях, нам придется избрать одну из 2 взаимоисключающих версий. Первая — версия Герштейн, Чулковой, Чуковской. Последняя не была участницей событий, а судила о них по рассказу Ахматовой. 31 октября Герштейн увезла Ахматову к влиятельной тогда писательнице Лидии Сейфуллиной. Ахматова от нервного истощения едва держалась на ногах, с трудом могла перейти улицу. Эмма боялась, что Ахматова лишилась рассудка. Эмма Герштейн при разговоре Ахматовой и Сейфуллиной не присутствовала. Она уехала, как только Сейфуллина открыла дверь. Сейфуллина позвонила в ЦК и НКВД, договорилась, чтобы Ахматова на следующий день привезла письмо для Сталина в Кремль. Сама Ахматова четверть века спустя рассказала о событиях этого дня Анатолию Найману. Согласно этому рассказу, Сейфуллина обратилась непосредственно к Поскребышеву, а тот велел прийти под Кутафью башню около 10 утра. Ночь с 31 октября на 1 ноября Ахматова, очевидно, провела у Надежды Григорьевны Чулковой, жены Георгия Ивановича Чулкова. Всю ночь не спала. Здесь история опять раздваивается. Если верить Чулковой, то Ахматова наутро отправила с одним из друзей письмо товарищу Сталину. Если верить Герштейн, то 1 ноября Ахматову отвез к комендатуре Кремля Борис Пельняк, где и передал письмо для Сталина. Согласно версии Елены Сергеевны Булгаковой, все произошло иначе. Во-первых, Ахматова у нее в квартире переписала от руки письмо к Сталину. Значит, был машинописный черновик. Во-вторых, и это самое главное, Елена Сергеевна пишет: отвезли с Анной Андреевной и сдали письмо Сталину. Вечером она поехала к Пельняку. Кто же возил Ахматову к Кремлю, Пельняк или Булгакова? Какого числа это происходило, 31 октября или 1 ноября? Запишем в загадке или откажем свидетельству Булгаковой в доверии, как это сделал Козырев? Факты говорят против версии Елены Сергеевны. На письме Ахматовой стоит дата 1 ноября 1935 года.
Своей автомашины у Булгаковых не было, но, быть может, Пельняк отвез Ахматову, а Елена Сергеевна составила ей компанию? Обратимся к дневнику Булгаковой. Рассказ о поездке сохранился в 2 редакциях. Вторую, окончательную, я только что процитировал. А вот текст 1 редакции. Анна Андреевна переписала от руки письмо Сталину. Вечером машина увезла ее к Пельняку. Запись также датирована 31 октября. Получается, что версии Герштейн-Чулковой-Чуковской противоречит только 2 редакция дневниковой записи. 1 же легко в нее укладывается. 31 октября Ахматова могла вернуться от Сейфуллиной на квартиру Булгаковых, переписать там письмо, Сейфуллина, возможно, дала ей совет, а вечером за Ахматовой заехал Пельняк. Но из этого не следует, что Ахматова провела ночь у Пельняка, а не у Чулковой. Пельняк мог завести ее к Чулковой, а утром приехать и отправиться с Ахматовой в комендатуру Кремля. Таким образом, Елена Сергеевна, редактируя собственный дневник, вольно или невольно сочинила свою версию. Из письма Анны Ахматовой Сталину. Арест 2 единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу перенести. Я прошу вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет. Где провела Ахматова ночь с 1 на 2 ноября, доподлинно неизвестно. Очевидно, ни у Герштейн, ни у Чулковой, ни у Булгаковых, ни у Пастернаков. К ним она отправится только 2 ноября. Возможно, у Пельняка это не противоречит логике событий, но ничем и не подтверждается. Будь на моем месте Лев Николаевич, всегда доверявший логике событий больше, чем источникам и фактам, то он наверняка бы написал: «Да, ночевала у Пельняка». Но я не стану утверждать подобного. Могла ночевать, не более того. 2 ноября Ахматова поехала к Пастернакам, а к обеду приехал и Пельняк. Ахматова рассказала о своем горе, и Пельняк убедил Пастернака написать письмо Сталину, которое Борис Леонидович отвез уже на следующий день и, цитата, «опустил в кремлевскую будку около 4 часов дня». Письмо Пастернака запоздало. Сталин уже прочел письмо Ахматовой и оставил свою резолюцию: товарищ Егода. Освободить из-под ареста и Пунина, и Гумилева, и сообщить об исполнении. И Сталин. Товарищ Егода, очевидно, отдал устное указание начальству Ленинградского областного управления НКВД, и уже 3 ноября Штукатуров и Коркин подписали постановление об изменении меры пресечения, по которому Гумилева и Пунина должны были немедленно освободить, а 4 ноября, очевидно справившись у начальства, подписали и постановление прекратить следственное дело. Гумилев, видимо, был потрясен внезапным и необъяснимым освобождением. «Вы великодушнее царского правительства. Я даю слово, что больше от меня никогда не услышите ни одного антисоветского слова». Менее восторженный, прагматичный Пунин попросил Штукатурова оставить его в тюрьме до утра. Было уже поздно, но следователь сказал: здесь не ночлежка. Вслед за освобожденными Гумилевым и Пуниным на свободу вышли Борин, Поляков и Махаев. Утром 4 ноября Эмму Герштейн разбудил звонок из квартиры Пельняка, где уже отмечали освобождение Пунина и Гумилева. «Эмма, он дома», — сказала Ахматова. Я с ужасом: «Кто он?» «Николаша, конечно». Я робко: «А Лева?» «Лева тоже». К счастливому 37-му. Пунин вернулся на работу, а меня выдворили из университета. Так Гумилев рассказывал о событиях, последовавших вскоре за освобождением. Казалось бы, доказана невиновность Гумилева. Более того, Гумилева освободил сам Сталин. Лев этим, видимо, очень гордился, а Сталину, по словам Эммы Герштейн, был просто благодарен.
Очевидно, Лев в молодости переболел болезнью, которую условно называют синдром Юпитера, то есть оказался под обаянием сильной личности, персонифицированной власти. Этой болезни не избежала даже Ахматова. Позднее она будет гордиться тем, что в список писателей, подлежавших эвакуации из блокадного Ленинграда, ее будто бы включил лично Сталин. Впрочем, будущие лагеря совершенно исцелят Гумилева. Сталина он возненавидит до конца своей жизни. Заметим, Гумилева исключили из университета почти через 1,5 месяца после освобождения, 13 декабря 1935-го. Исключили его не ректор или декан, а местная комсомольская организация. Случай Гумилева может показаться странным или из ряда вон выходящим только современному читателю, который не знает о порядках, царивших в студенческой среде Ленинградского университета 30-х годов. Чистки студенческих групп от социально чуждых элементов практиковались еще с 20-х годов. Занимались ими сами студенты, точнее студенческие комсомольские ячейки, которые контролировали и беспартийную часть академических групп. В 1935 году, например, был исключен филолог Николай Ерехович, будущий одноделец Гумилева. Решение об отчислении принимала комсомольская организация. Собирались комсомольцы отдельно от других студентов, не посвящая последних в свои дела. В один прекрасный день на доске объявлений появлялся кусок обойной бумаги с надписью «Персональное дело». Дальше следовала фамилия несчастного. Вскоре после этого человек исчезал из университета. По определению Ахилла Левинсона, студента-филолога, знакомого Руфе Зерновой, 250 человек исключило из своих рядов 600. Примечание. Возможно, Руфь Зернова перепутала фамилию. Тогда речь идет, вероятно, об Ахилле Григорьевиче Левинтоне. Годы жизни 1913-1971. Переводчике и литературоведе, который как раз с 1935 по 1940 учился сначала в ЛИФЛИ, а затем на филологическом факультете ЛГУ. Льва же многие студенты просто недолюбливали, а политическая неблагонадежность Гумилева оказалась отличным поводом от него избавиться. В характеристике Гумилева, составленной в специальной части ЛГУ и датированной 1 июля 1938 года, несколько месяцев спустя после нового ареста, утверждается, будто студенты неоднократно требовали отчислить Гумилева из университета. Значит, с враждебностью однокурсников он сталкивался из года в год. Сам Гумилев подробно рассказал о причинах своего отчисления в письме, которое он отправил Эмме Герштейн где-то в конце января 1936 года. Отправил не почтой, письма могли перлюстрировать, а с оказией. Записку Эммы ко Льву и письмо Льва к Эмме передал художник Александр Александрович Осмеркин, хороший знакомый Ахматовой, Гумилева и Герштейн. Эмма называла это письмо историческим, но сохранить его не смогла. В 1938 году, после 3-го ареста Гумилева, Ахматова заставила Эмму сжечь письмо. Мы знаем лишь то немногое, что Эмма Герштейн много лет спустя сумела припомнить и реконструировать. Лёва подробно описал всю картину преследований его в университете. Эмме запомнилось в этом письме 2 эпизода, из них один лишь в самых общих чертах. Он касался Петра Великого, которого Лёва характеризовал не так, как это внушалось студентам на лекциях. Студенты жаловались, что он считает их дураками. Другой эпизод по своей глупости и подлости резко запечатлелся в моей памяти. «У меня нет чувства ритма», — писал Лёва и продолжал. На военных занятиях он сбивался с шага. Преподаватель заявил, что он саботирует, умышленно дискредитируя Красную армию. Заканчивал Лёва письмо фразой: «Единственный выход — переехать в Москву. Только при вашей поддержке я смогу жить и хоть немножко работать».
Такое письмо Лев Гумилев мог написать лишь в отчаянии, ведь он всегда предпочитал Ленинград Москве, в столицу он был только гостем, пусть и частым. Отчисление из университета обернулось для Гумилева материальной катастрофой, он остался без средств к существованию. Профессия историка тогда считалась важной и престижной, а потому студентам истфака платили хорошую стипендию — 96 рублей плюс 23 рубля хлебной надбавки. Оставшись без стипендии, Гумилев, по его словам, страшно голодал зимой 1935-1936. Но план переехать в Москву не осуществился, вероятно, из-за сопротивления Ахматовой. Она, прочитав письмо Льва к Эмме, сразу же отрезала: «Лева может жить только при мне». Голос Ахматовой в этот миг стал железным. Несколько месяцев, считает Герштейн, Ахматова просто не пускала Леву в Москву. Эта история многое говорит об отношениях сына и матери, по всей видимости, далеко не таких холодных, как считали, например, академик Панченко и профессор Лавров. Впрочем, Эмма может и преувеличивать влияние матери. Как раз этой зимой Гумилев взялся за свою первую научную работу и, возможно, просто не хотел отвлекаться на переездную суету. Все равно за его восстановление хлопотали другие. Ахматова, возможно, Пунин, а в Москве Эмма Герштейн и Виктор Ардов. Ахматова начинает хлопотать о Леве уже в январе 1936-го. Эти хлопоты будут продолжаться до осени 1936-го, но долгое время успеха не было. Летом 1936-го Ахматова уехала в Старки, в имение, в кавычках, Василия Дмитриевича Шервинского, старого терапевта, который лечил еще Тургенева. Ахматова была знакома с его сыном, поэтом и переводчиком Сергеем Васильевичем Шервинским. А Гумилев, заехав ненадолго в Старки, лето провел, как всегда, в экспедиции, куда его устроил Михаил Илларионович Артамонов. В сентябре на обратном пути с Дона в Ленинград Гумилев остановился в Москве и некоторое время там прожил. Он бывал у Эммы, у поэта Сергея Клочкова и в доме Ардовых. Все это время не утихали позиционные бои за восстановление в университете. Их начала еще летом приехавшая из Старков Ахматова. 2 недели сидела на телефоне и звонила влиятельным людям, что, как известно, было для нее унизительно. После отъезда Ахматовой в Ленинград звонить продолжала Эмма, а Виктор Ардов беседовал с нужными людьми. Человек остроумный и опытный, хорошо изучивший психологию советского начальства, он рассказывал, что будто бы Николая Гумилева в 1921 году помиловал Ленин, но Зиновьев не посчитался с волей вождя и велел расстрелять поэта. Так Лев из сына врага революции превращался в жертву произвола врага народа, к тому времени уже разоблаченного и расстрелянного. Эти хлопоты увенчались частичным успехом. Гумилеву пообещали принять в университет, но не в ленинградский, а в московский, и не на идеологизированный истфак, а на нейтральный географический факультет, на первый курс. Лев этим предложением был оскорблен. Он хотел стать историком. Происходящее переживал как катастрофу. Эмма утешала его: «Черт с ним, Левушка, не обязательно учиться в университете, все равно будете историком». Гумилев с ней неожиданно согласился. Ардов тем временем уже подыскал Гумилеву комнату в Москве. Скоро Гумилев должен был стать первокурсником МГУ. В конце октября он уехал в Ленинград собрать вещи и пропал. 2 месяца спустя, под Новый год, Эмма узнала от своей подруги Елены Осмеркиной, что Льва восстановили в ЛГУ, и обрадованный Гумилев тут же позабыл о своих московских друзьях, не звонил и не писал ни Эмме, ни Клычкову, ни Ардовым. В это время он живет у Бекмана, в фонтанный дом приходит лишь обедать. Своим восстановлением на истфаке Гумилев обязан тогдашнему ректору Михаилу Семеновичу Лазуркину,
который, если верить Льву Николаевичу, сказал приблизительно следующее: «Я не дам искалечить жизнь мальчику». Это был второй и последний, почти полный учебный год Гумилева на истфаке ЛГУ. А всего из положенных 5 лет Гумилев проучится 2,5 года. Именно в 1937-м Гумилев познакомился с Николаем Васильевичем Кюнером, который заведовал тогда отделом этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии в Институте этнографии Академии наук СССР. Кюнер даже привлек Гумилева к работе в своем отделе и, вероятно, помог Гумилеву получить пропуск в библиотеку Института востоковедения. В 1945 году Гумилев будет писать Кюнеру из Германии: «С Иваном и Институтом этнографии связаны самые счастливые минуты моей жизни». В жизни Гумилева начался один из самых спокойных и, кажется, счастливых периодов довоенной жизни. От зимы 1936-37 до весны 1938. Правда, в источниках он отражен хуже всего. Тем ценнее свидетельство Марии Зеленцовой, которая провела с ним осенью 1937-го 6 веселых дней. Гумилев произвел на нее впечатление красивого и успешного молодого человека. За год до встречи с Зеленцовой в конце октября 1936-го в библиотеке Академии наук Гумилев познакомился с молоденькой монгольской аспиранткой Ачырын Намасрайжав. Девушка читала книгу «Черная вера» или «Шаманство у монголов» и другие статьи Доржи Банзарова. Гумилев представился и сказал, что очень интересуется историей Монголии. Он приходил в библиотеку каждый день, и после занятий молодые люди гуляли по университетской набережной, разговаривали о Пушкине, однажды зашли в кунсткамеру. Ачырын Намсрайжав была откровением Марии Зеленцовой и написала в своих воспоминаниях, что в ноябре 1936-го Гумилев признался ей в любви и обещал посвятить поэму. Поэму он так и не закончил, но прислал девушке посвящение к поэме, которая, если не считать нескольких строчек, не сохранилась. Их связь продолжалась до самого ареста Гумилева в марте 1938-го. Самый спокойный и счастливый год хранит и еще одну тайну. Хотя учеба Гумилева в университете шла вроде бы замечательно, в его зачетке есть записи только о 3 экзаменах, сданных в зимнюю и летнюю сессию 1937-го, и ни одной записи о зимней сессии 1938-го. Связи с арестом никакой, ведь арестуют Гумилева только в марте 1938-го. В январе его положение еще казалось прочным. Почему же он не сдавал экзамены? В составленной Ольгой Новиковой, сейчас она зампредседателя фонда Гумилева, хронике жизни Гумилева говорится, будто он в 1937-м завалил экзамен по основам марксизма-ленинизма, а затем пересдал на 3. Но экзамен по диалектическому и историческому материализму, именно так назывался этот предмет, Гумилев сдал на 4. Так что заведующий спецчастью ЛГУ товарищ Шварцер зря написал в характеристике, будто студент Гумилев, цитата, получал 2 по общественно-политическим дисциплинам, ленинизм, вовсе не потому, что ему трудно работать по этим дисциплинам, а он относился к ним как к принудительному ассортименту, к обязанностям, которые он не желает выполнять. Поразительно другое. Когда Гумилев сдал этот экзамен? 5 мая 1936 года. Вот это действительно загадка, ведь в мае 1936 Гумилев вообще не был студентом истфака ЛГУ. Его восстановят только 19 октября 1936 года. Зимнюю сессию 1936 Гумилев пропустил, а вот в мае-июне сдал сразу 6 экзаменов. Можно предположить, что экзамены за 2 курс он сдавал на 3 курсе, то есть зимой и летом 1937-го.
Тогда все вроде бы встает на свои места. Но почему тогда преподаватели в графе «Дата сдачи курса» ставили не 1937, а 1936? Зачем им было заниматься приписками, да еще в то время, когда любая оплошность могла стать поводом для самого грозного обвинения? Так или иначе, но до марта 1938-го Гумилев относительно спокойно учился и, наконец-то, мог сосредоточиться на академической жизни. Свою первую научную работу Гумилев уже написал, круг его научных интересов определился еще раньше.